Школа или государственная служба говорят на русском, который является государственным. По тем или иным причинам на родном языке говорят все меньше. Возможно, это является причиной того, что он находится сейчас на грани вымирания. Исправить это решили сотрудники культурно-просветительского центра «Эздел». Как именно, расскажет Хайди Адельбиева. Язык на грани смерти. В современном обществе не просто мало времени, а мало слов уделяется родному языку. Многие из нас неправильно, иногда даже ошибочно понимают значение ингушских слов. Неравнодушные к родному языку люди пришли в культурно-просветительский центр «Эздел» обогатить свой словарный запас. Ася Дахильгова здесь не впервые. На этот раз она решила привезти с собой дочь Хаву. Зачем ты сюда сегодня пришла? Чтобы узнать новые слова, чтобы я знала лучше родной язык. Мне хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще, чтобы наше подрастающее поколение владело своим родным языком, и, в общем-то, использовало родную речь в общении, в разговоре. Язык – это характер народа, его память и история. В нем отражаются обычаи, традиции и быт народа. Без языка не может существовать и развиваться общество. Он помогает людям обмениваться мнениями, высказывать свои чувства, достигать взаимопонимания. Именно поэтому в культурно-просветительском центре «Эздел» большое внимание уделяется сохранению ингушской речи. Цели и задачи этого проекта, Мехтаголзу это является постоянным проектом языковым у центра «Эздел». Это популяризация ингушского языка среди молодежи. Это выявление наиболее сложных и довольно широковатых моментов в нашем языке. Например, сегодняшняя встреча посвящена проблемным словам, которые произносятся у нас. Это уже 5-я встреча клуба ингушского языка. Будут и другие, и любой ингуш, неравнодушный к судьбе родного языка, может стать их участником. Хайди Адельбиева, Муса Шибилов, Новости 24. На этом все. С вами была Анжелика Миржоева. Увидимся в 16 часов. До свидания.